В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. И гость нашей студии сегодня – руководитель волонтерского штаба предпринимателей Республики Башкортостан Милюша Хасанова. Здравствуйте. Добрый вечер. Милюша, вы руководите большим сообществом. Расскажите, пожалуйста, каких успехов вам удалось добиться? Действительно, наша волонтерская организация работает уже больше 2 лет. За это время совместными усилиями, конечно же, всех наших волонтеров, предпринимателей, жителей республики мы доставили бойцам 32 гуманитарные поездки. Сейчас у нас готовится 33-я поездка. Мы объявили сбор, и сейчас у нас активная фаза работы, скажем так, да, когда мы уже собрали заявки от парней. Сейчас пытаемся, стараемся закрыть эти все заявки, закупить все, что от нас ждут ребята. А как сложно, несложно, проще, легче? Заявка на заявку наверняка не похожа. И вот это все ложится на плечи хрупкой девушки. Это наверняка много общения, коммуникации с разными людьми. В чем сложности, а в чем, наоборот, чувствуется какая-то легкость? Хотелось бы вообще сказать, что волонтерская организация – это не 1 человек, и не 2 человека, и даже не 10. Это огромная махина, которая работает постоянно и всегда. И поэтому я всегда чувствую и всегда знаю, что в любом вопросе у нас есть люди, которые всегда поддержат, помогут, окажут консультацию, помогут деньгами, помогут машинами и вообще всем, чем они могут. На вопрос, сложно ли? Когда началась пандемия, началась вот эта вот активная фаза работы волонтерских штабов, волонтеров. И я где-то увидела, кто-то там выложил в социальных сетях фотографию, что он помогает там старикам. И я сказала, а что же ты свою работу вот так вот популяризируешь, сделай добро и забудь про это. Молча. Молча, да. И мне вот этот вот человек ответил, что, возможно, я кого-то сподвигну на такое же благородное, благое дело. Возможно, мой пример станет точкой отсчета для кого-то другого. И тогда я не придала этому значения. А сейчас понимаю, да, действительно, если ты вот взял и показал свою работу, возможно, волонтерскую, может, это кому-то покажется нескромным, но это может стать реально точкой отсчета для кого-то другого и для каких-то очень больших дел. Поэтому считаю, что... И сложное, и легкое одновременно. И сложное, наверное. И легкое, да, и нет там пола женского, мужского, это просто работа, которую надо делать от души и всем сердцем. Каждый день 24 часа в сутки. А тот самый человек, случайно, не Тимиргали Ралисович Уразгулов? На тот момент нет, но Тимиргали Ралисович Уразгулов, конечно же, это человек, который дал точку отсчета для меня стать волонтером, потому что его пример, он, наверное, один из беспрецедентных таких случаев, когда человек реально всей душой, всем сердцем болеет за это дело. Всем телом, я бы даже сказал. Всем телом, да, учитывая, что вот последние недавние события, да, всем телом болеет. Потому что такие люди, они заряжают на такие же поступки бескорыстные. И если бы не появление этого человека вот в этой публичной среде, возможно, волонтерство было бы не таким полноценным, да, как сейчас оно у нас есть в республике, слава богу, Аллаху шукр. Ну, сейчас и, в принципе, республика объединилась. У вас вот, как называется, штаб предпринимателей, правильно? Да, волонтерский вот. штаб предпринимателей. А такие еще есть у нас организации? 2 года назад, когда у нас вот штаб появился, он был одним из самых первых штабов. Сейчас, слава богу, в каждом районе, в каждом сельсовете, в каждой деревне есть свои волонтерские штабы, которые прекрасно, отлично работают. Они большие молодцы. Когда вот мы летом ездили по этим штабам, это такой огромный пласт работы, это такие бабушки, они все такие молодцы, они шьют, вяжут, они никогда не останавливаются, они ходят в эти штабы как на работу. Что они говорят, что их мотивирует? Они все говорят, уф, быстрее бы все это закончилось, мы за всех переживаем, мы вот молимся. У нас вот бабушки, они, это такие люди замечательные, потому что они реально вот сидят, плетут сети и «Эх, даем, пусть у этих мальчиков все будет хорошо». Кто как может, так и молится. Это в том числе помогает. Да, это, конечно, помогает. Эмоциональная поддержка. Да, да. Но вы
у вас многодетная семья. Вы и супруга, и мама троих, да, сыновей? Да, 3 сыновей. Как вы все это успеваете? Как на это реагируют близкие, особенно супруг? Потому что волонтерские задачи – это работа 24/7. Дети, наверное, привыкли. Мы с мальчишками, когда в школе объявляют гуманитарные сборы, мы стараемся что-то купить. Раньше, когда я не была знакома с этими вопросами, я отправляла консервы, печенье и прочее, прочее. А потом, когда уже начала вникать и как-то позвонила папе, он у нас, кстати, тоже участник СВО, ветеран СВО. Он у вас доброволец? Да. Он мне показал, я говорю: папа, я тебе там консервы положила. Он мне говорит: Кэлэм, не нужны мне консервы, я сейчас тебе покажу, сколько у нас консервов. И он открывает вот так вот коробку, и там очень много, и домашние заготовки, и вот эти вот магазины заготовки. Он говорит: не надо нам ничего, у нас очень хорошее обеспечение, волонтеры нам всегда помогают. И после этого я реально успокоилась, думаю, с кормежкой у папы и вообще у солдат все хорошо. Вот. И старший сын все понимает, он уже большой мальчик, и он молча принимает то, что мы делаем. Муж, он у меня тоже очень понимающий, он всегда тоже старается помогать, если у него есть возможность. А если нет возможности, то изыскать эти возможности, чтобы оказать хоть какую-то поддержку. Мы таскаем коробки вместе, мы забираем там у кого-то передачи, это все можем расфасовать. То есть мы всей семьей, да, за это делаем. Волонтер – это человек для меня с большим сердцем, человек неравнодушный, эмпатичный. Вот уже имея такую обширную работу в этой организации, в этом направлении, общаясь с разными волонтерскими штабами, наверняка у вас это слово «волонтер», оно более емкое. Что это для вас? Ну, надо понимать, что волонтер – это и волонтерство – это не спринт, это прям марафон, игра в долгую. И если ты вступаешь на эту дорогу волонтерства, то ты должен понимать, что ты дай Аллах, СВО закончится, дай Аллах, все будет хорошо. И это же не значит, что волонтерство закончится. Это значит только лишь то, что ты переключишь свое внимание на что-то другое. И поэтому, если ты сегодня волонтер, значит, ты уже должен быть готовым к тому, что ты и волонтерство – это уже судьба и образ жизни. Как видите развитие этого направления, волонтерской вашей нагрузки в дальнейшем? Во что это может масштабироваться, по вашему мнению? Дай Аллах, специальная военная операция закончится, а у нас будет очень много ветеранов, которым в любом случае понадобится помощь, будь то правовая, физическая, психологическая, любая помощь. И я думаю, что волонтерство просто пойдет в эту сферу. Возможно, мы уделим больше внимания более нуждающимся категориям, малообеспеченным, возможно. Возможно, это будут многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами или просто люди с инвалидностью. Да, они все нуждаются в помощи не в меньшей степени. Просто сейчас у нас фокус внимания нацелен именно на специальную военную операцию, потому что эта сфера касается нас всех. Дай Аллах, все закончится, и мы просто сместим свой фокус на другое. И я думаю, мы также хорошо отработаем и эти вопросы тоже. Совместными усилиями, конечно же. Милюша, а если кто-то захочет стать волонтером, куда им обращаться? Как я и сказала, да, в каждом сельском поселении, в каждом районе есть волонтерские штабы, и их очень много. Я, конечно, могу сказать, идемте в волонтерский штаб предпринимателей, у нас самый крутой штаб, у нас самые дружные люди. Но я понимаю, что волонтеров очень много, и поддерживать, и помогать нужно всем. И поэтому в какой бы вы волонтерский штаб ни пошли, где бы вы ни предложили свою помощь, она будет всегда нужна и актуальна. И в заключение нашей беседы, что бы вы могли пожелать ребятам, кто сейчас на фронте, и всем тем волонтерам, кто уже выполняет поставленные задачи и приближает победу в тылу, и тем, кто, дай бог, в самое ближайшее время присоединится? Возвращайтесь, потому что мы очень ждем ребят, бойцов с победой. А всем, кто здесь, хочется сказать, что специальная военная операция – это касается всех нас. И даже маленького ребенка, и даже старика, которому уже 86 лет. Нас всех это касается, потому что мы все граждане Российской Федерации, и не надо делать вид, что ничего не происходит. Происходит, и наша помощь очень нужна, поэтому надо быть вместе, надо быть едиными
И это будет уже огромная победа нас всех. Абсолютно согласна, что в единстве нашей силы. Спасибо, что пришли. Спасибо за эфир. Спасибо. Спасибо большое вам за вашу самоотверженность. Спасибо. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех. Кто приближает победу в тылу. С вами были Артур Галеев И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.